Ну вот и все, как это ни печально, 6-й сезон «Игры престолов» подошел к своему завершению. Финальная 10-я серия с одной стороны перевернула с ног на голову половину сюжетных линий в сериале, а с другой оставила массу неотвеченных вопросов. Ну что ж, на часть из них мы сейчас и попытаемся ответить. 10-я серия началась судным днем над Серсеей Ланнистер. Великая Септа постепенно наполнилась людьми. Пришли члены Малого Совета, Тиреллы, Марджери, собрались 7 септонов во главе с его воробейшеством. И только самой подсудимой, а также короля мы не увидели в Септе. Это сразу натолкнуло на мысль, что Серсея не собирается представать перед судом 7. Вообще-то, конечно, зная нрав королевы-матери, не оставалось никаких сомнений, что она припасла на случай суда над собой козырь в рукаве. Но ее полное отсутствие, а также отсутствие Томана дали понять, что затевается что-то грандиозное. Так оно и вышло. Правы оказались те зрители сериала, которые еще задолго до выхода 10-го эпизода вспоминали о диком огне, хранящемся в подземельях под Королевской гаванью. Именно таким образом Серсея решила разделаться со своими врагами. Что ж, ход получился довольно элегантным, ведь одним махом были уничтожены воробейшество с его септонами и большинство святого воинства, представители Малого Совета, пренебрегавшие Серсеей, а также все наследники дома Тиреллов и в первую очередь королева Марджери. Казалось, Серсея может ликовать, ведь дело сделано и враги уничтожены, но, как известно, за все приходится платить. И за свою победу Серсея пришлось заплатить жизнью Томана. Его смерть была тихой и какой-то даже незаметной, он просто выпал из окна. В этот момент молодого короля даже как-то и не жалко, создается впечатление, что так и должно было случиться, что карта Томана уже сыграна, а главное, что сама Серсея уже наперед смирилась с этой участью сына и была готова заплатить такую цену. В это же время в Винтерфелле Мизинец продолжал плести свои интриги вокруг Сансы. Лорд Бейлиш наконец-то открыто заявил о своих желаниях. Планы у Мизинца оказались, скажем прямо, грандиозные. Оплести своей паутиной Сансу, заручиться для нее и, главное, для себя поддержкой Севера и в результате самому сесть на железный трон. Но Санса оказалась умнее, чем полагали многие. Ей хватило разума не поддаться на уговоры Мизинца, а главное, не посеять новую вражду на Севере. И как оказалось далее, это дало свои плоды. Случилось неслыханное. Северные лорды поддержали бастарда Сноу, и не просто поддержали, но выбрали его своим королем. Теперь Джон Сноу, Белый Волк, новый король Севера. Что же это значит? Ну, скорее всего, Джон, подобно Робу, не станет идти на юг, воевать с Ланнистерами и другими домами, верными короне. Нет, новый король Севера будет вести более страшную войну. Ведь зима наступила, а с ней наступает битва за жизнь. И именно северянам предстоит принять на себя первый удар. Так что у Джона будут куда более страшные противники. Королю Севера предстоит схлестнуться с королем Ночи. Еще хочется отметить, что в 10-й серии наконец объявилась Ария. И здесь также некоторые поклонники Игры престолов предугадали, как именно она вернется. А вернулась она довольно эффектно, преобразившись в одну из служанок Фреев, а потом явившись к Уолдеру Фрею и объявившись ему. Ария убила старших сыновей Уолдера, а ему самому перерезала горло и тем самым отомстила предателям и убийцам Роба. Что ж, возможно, после отмщения Ария вернется домой и примкнет к брату с сестрой, ведь в наступающей зиме Старкам как никогда ранее нужно держаться вместе. Ну и конечно, не забыли в 10-й серии и о Дейенерис. Матерь драконов наконец отправляется в Вестерос, чтобы вернуть себе железный трон. Но на железном троне как раз в это время появилась новая королева. Первая своего имени Серсея Ланнистер, коронованная Квиберном сразу после смерти Томана. Итак, за трон предстоит схлестнуться двум очень ярким женщинам – Дейенерис и Серсеей. Сейчас кажется, что в этой битве все шансы победить именно у Дейенерис. Посудите сами, у нее огромное войско дотракийцев, безупречный флот железных людей, работорговцев и, конечно, 3 огромных дракона. А в придачу советники Тирион и Варис, который, как никто другой, знает все хитрости Серсеи. Также у Дейенерис в союзниках Дорн и, скорее всего, королева Шипов, которая после гибели сына и внуков желает мести. У Серсеи, в свою очередь, есть поддержка Джейми, хотя, судя по его виду в момент коронации сестры, он еще может и передумать. Есть армия, верная короне, есть, в конце концов, Бобровый утес. Есть также Квиберн и гора. Хватит ли этого Серсеи, чтобы победить? Скорее всего, нет.
нет, но «Игра престолов» уже не раз демонстрировала нам совершенно невероятные повороты сюжета. Кто знает, возможно, перед всеобщей угрозой из-за стены всем 7 королевствам и их правителям придется объединиться и сообща вступить в бой. К сожалению, этого мы пока не узнаем. Книга «Ветра зимы» еще не издана, а нового сезона ждать почти год. Поэтому нам всем нужно запастись терпением и надеяться, что следующий, 7-й сезон будет не хуже предыдущего. Ведь 6-й сезон был действительно потрясающим, и нам всем на самом деле очень жаль, что он уже закончился. На этом все. Делитесь своими комментариями, ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на наш канал. А сейчас смотрите другие интересные видео и всем до встречи.